Борьба на поясах. В Чебоксарах на базе спортивных школ Олимпийского резерва номер 5 имени Валерия Качкова и номер 10 имени Александра Трофимова открылись отделения по чувашскому национальному виду единоборств кирежу. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. От совсем юных девочек и мальчиков до крепких парней. В спортшколе Олимпийского резерва номер 5 имени Валерия Качкова наставники Сергей Игнатьев и Константин Батраков обучают поясной борьбе две группы спортсменов по 10 и 12 человек. 21-летний Евгений Абрамов занимается вольной борьбой и кирежу с 8 лет. Начинал под руководством тренера Сергея Александрова из Яльчикской школы. Учится в Московском политехе на юриста, работает в Росгвардии и усиленно продолжает тренироваться. За его плечами немало достижений. Победил я в Агадуе Яльчикского района. У меня это первые большие соревнования были. А потом мы поехали в Москву. Там был всечувашский Агадуй. Там тоже участвовал по кирежу. Занял в весовой категории до 90 килограмм первые места. После того с 4 по 8 октября у нас проходил в Чебоксарах первые всемирные игры национальных единоборств. Там же участвовал, занял первое место. Выбрал этот вид борьбы, потому что у меня старшие братья с детства тренировались. Мой дедушка меня водил постоянно на соревнования. Кирежу – один из немногих поясных видов единоборств, официально признанных на всероссийском уровне. Это состязание на поясах с многовековой историей и изначально развивалось как самостоятельное боевое искусство для военных целей. Национальная борьба кирежу является нашим национальным достоянием. По итогам проведения в октябре первых всемирных игр по национальным видам единоборств главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым было дано поручение открыть отделение по кирежу на базе двух наших республиканских школ. Это по самбо и дзюдо и по вольной борьбе. 1 декабря это поручение выполнено. На базе обоих школ эти отделения открыты. Наши республиканские школы будут, так скажем, центрами компетенции в развитии этой борьбы. Будут проводить мастер-классы, потому что тренеры по спортивной борьбе по самбо будут проводить обучающие занятия. Развивать кирежу надо для того, что это главный аспект воспитания молодежи, патриотизма. Важный фактор воспитания молодежи, так как они должны быть патриотами своей республики, особенно, это касается всех, но особенно касается спортсменов. Конечно, важно помнить свои корни, своих предков, подражать им. Национальный вид спорта кирежу, в основном там броски, и у нас и в вольной борьбе тоже эти все приемы, они все учитываются также и у дзюдоистов, у самбистов. Поэтому вот эти три федерации, если объединятся, то будет большой шаг в развитии кирежу. По поручению главы Чувашии Олега Николаева в следующем году отделения по кирежу будут открыты в каждом муниципальном округе республики. Мы выбираем кирежу! Надежда Морозова и Игорь Зверев. Национальное телевидение Чувашии.